Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас в эфире музыкальный кей-эфир. Как всегда, по традиции в нашем музыкальном кей-эфире талантливые исполнители нашего кыргызского шоу-бизнеса, ну и также талантливые певцы, исполнители. Сегодня у нас в эфире очаровательная гостья. Она уже у нас в студии, я вам ее представлю. У нас сегодня в гостях начинающая исполнительница, которая начала свою сольную карьеру только вот недавно, певица Ася. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте. Очень рада видеть вас. Добро Взаимно. пожаловать. Ася, первый же вопрос у меня, я думаю, и у наших телезрителей тоже. Ася, расскажите немножечко о себе. То есть, как давно вы в творчестве, как давно начали выступать, и немножечко в целом о себе, об образовании. В творчестве я, наверное, с детства. Пою еще с тех пор, как еще даже не научилась разговаривать. То есть даже с пеленок, можно сказать. Да, можно сказать, с пеленок. Сочиняю тоже уже давно, можно сказать, тоже с детства. Какие-то произведения уже начинала сочинять для фортепиано лет с 8. Песни пишу и стихи тоже, можно сказать, с детства. Музыкальная школа, естественно, была по классу фортепиано. Потом получила среднее специальное образование тоже по классу фортепиано. Много занималась вокалом, и вот что-то получилось в итоге. Пела в группе, даже в 2 группах. Одна из них была моя, с моими песнями, другая была не моя, с чужими песнями. И потом как-то так получилось, что группа рассосалась, несколько раз меняли состав, потом это все как-то надоело, и пришли к выводу, что вот будем выступать с ним вдвоем, или я одна, и делать записи. Это я знаю, ваш, так сказать, гитарист, да? То есть у вас в группе это 2 человека, это можно группу назвать, да? Ну, иногда я выступаю одна, иногда он мне помогает, это мой и звукооператор, аранжировщик, гитарист, в общем, это наше все. Ага. Ясно, замечательно. Дорогие телезрители, сегодня у нас в эфире, музыкальном эфире, очаровательная певица Ася. Думаю, вам будет интересно узнать о ее творчестве. Целый час в эфире она будет нам рассказывать. А также вы видели, Ася пришла с музыкальным инструментом. Также в эфире она будет петь, специально исполнять свои песни для вас. Напомню, контакты, номер нашего прямого эфира 59 20 01. А также, дорогие телезрители, наш телеканал Кей-Эмоции есть и в социальных сетях, на Одноклассниках, в Фейсбуке, Скайпе, в Инстаграме. Можете зайти к нам в аккаунт, отправить свои пожелания, сообщения. Также, конечно же, просмотреть все выпуски наших эфиров, что интересного происходит на нашем телеканале. Интересное у нас каждый день, в каждом эфире. Также напомню наших спонсоров. Это компания Шуро, ледниковая вода «Легенда». И также холдинг «Ассоль» предоставляет образ телеведущей. Ну а мы продолжаем. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе. Ася, я хотела бы немножечко поговорить о том, что вы буквально недавно начали, так сказать, в свободное сольное плавание, отправились. Что напутствовало, быть может, что вас мотивировало именно уже петь одной? Ну, вы знаете, как я уже сказала, очень тяжело все время, когда меняется состав группы, что-то дальше продвигаться, как-то прогрессировать, потому что приходит новый музыкант, его надо заново учить песням и так далее, репетиции. До выступлений даже не всегда доходит с новым составом, кто-то куда-то уезжает, еще что-то происходит. Но не забрасывать же все, правильно? И, естественно, такая идея пришла в голову сама собой, что нужно делать записи, выступать и пока что пробовать что-то делать вот хотя бы одной. А потом уже мы посмотрим. Ася, хотелось бы узнать о жанре в вашем творчестве. Какой у вас жанр песни ваши? Это очень сложный вопрос, потому что есть песни более поп-характера, поп-рок, есть более блюзовые песни, даже джазовые песни есть у меня, есть какие-то блюз-роковые, то есть очень то есть такой фьюжн, да, очень разнообразие всех стилей. Да. Ясно. Но я уже с нетерпением хочу попросить вас исполнить вашу первую песню, какую вы пожелаете для наших дорогих телезрителей. Да, я, наверное, спою под гитару. Сейчас будет
премьера песни для дорогих То есть телезрителей. это премьера, да. значит, да? Не Ага. было этой песни на нашем еще нигде. телеканале. Замечательно. Да. Ее нет еще в записи, и мы ни разу нигде с ней не выступали. Вот она посвящается моему молодому человеку. И для него тоже сюрприз. Он ни разу не слышал, я надеюсь, То есть это дебют, можно сказать, Да. во всем. Ага. Кстати, по этой причине мы довольно мало репетировали, потому что он обычно всегда рядом, и сложно найти время какое-то надо, выкроить, чтобы его не было, чтобы да. порепетировать. Постараемся, чтобы сюрприз сейчас А молодой человек получился. сейчас нас смотрит? Да, обязательно. Это для него сюрприз, да? Да. Ага, замечательно. Сейчас. Ну, песня называется «Тащусь». Тащусь. Ох, какое название. То есть тащитесь, соответственно, от молодого человека своего. Рядом ты, я не чувствую пустоты, я не слышу звуков простых, настраиваясь на твои частоты. Суть одна, и мне уже понятна она, я этим звуком оглушена, с тобой я попадаю в лучшие ноты. Тащусь по тебе, тащусь по тебе, а не тащусь за тобой, словно ноги отказали в ходьбе. Не тащусь за тобой, словно силы потеряла в борьбе. Ночь, рассвет, и наши души сложились в дуэт. Мы были будто бы с разных планет, теперь мы создали свою планету. Больше нет нелепых игр, ненужных побед. Свирепым тиграм не надо брать след, мы взяли на двоих одну победу. Тащусь по тебе, тащусь по тебе, а не тащусь за тобой, словно ноги отказали в ходьбе. Не тащусь за тобой, словно силы потеряла в борьбе. Ищите тех, с кем будете летать, с кем не придется глупо воевать. Пусть в каждом сердце стоит одна печать. Ищите тех, с кем будете летать. Тащусь по тебе, а не тащусь за тобой, словно ноги отказали в ходьбе. Не тащусь за тобой, словно силы потеряла в борьбе. Не тащусь за тобой, словно ноги отказали в ходьбе. Не тащусь за тобой, словно силы потеряла в борьбе. Браво, просто, Ася, я в восторге от вашего исполнения, от слов песни. Я просто заслушалась, я думаю, ваш молодой человек, который слушал вас, только что и вновь, думаю, влюбился в вас уже во второй раз. Ася, хотелось бы спросить, действительно такие сильные чувства, да? То есть Да. слова очень сильные, тащусь, Да. летаю, то есть с этим Спасибо. человеком вы действительно летаете. Это действительно Да. так. Это очень прекрасно, Ася, ведь каждый из нас ищет свою вторую половинку. Я думаю, вы ее уже нашли, что пишете такие слова. Ася, хотелось бы спросить, где вы вдохновляетесь, пиша такие слова, то есть вас посещает муза, быть может, но мы уже поняли, что ваш молодой человек непосредственно в этом участвует, но также слова очень со смыслом, глубокие, говоря о чувствах. Ну, вы знаете, по-разному бывает. Ага. Жизнь вдохновляет, естественно. Есть грустные песни, причем они могут родиться
даже тогда, когда, допустим, все хорошо в жизни, настроение хорошее. Но раз что-то лирическое получилось. Есть песни такие прикольные. Вот мы недавно снимали клип, вчера буквально, на как раз одну из таких песен песня как раз-таки действительно прикольная, и смысл ее тоже. Песня называется «Без маникюра». «Без маникюра». Ась, хотелось бы еще и об этом тоже поговорить. Я знаю, это ваш первый клип, мы хотим вас поздравить. Спасибо. Я думаю, в скором будущем мы обязательно увидим его и на нашем телеканале. Ася, говоря о вашем новом клипе, новой песне «Без маникюра», почему именно так? Такое легкое название. Ага. Вы знаете, песня довольно-таки не новая, просто наконец-то решили сделать на нее запись и снять клип. Дело в том, что такой был период в жизни, когда не было денег. А я любитель походить на маникюр. Раньше мы даже... это заметили, думаю, сейчас тоже у вас очень яркий, такой солнечный, необычный маникюр. Да. Бывало и наращивание иногда, но наращивание долго я не могу выдержать, потому что пианино не дает мне покоя. Это тяжело играть. Да, но когда я училась, и у меня были каникулы, допустим, я старалась хотя бы месяца на 2 что-то нарастить. Я очень люблю всякие разные дизайны, что-нибудь, чтобы было прикольное, разноцветное, блестящее, ну, по-разному, чтобы было каждый раз. И какой-то момент настал, что очень... Это была жизнь сложная, бывало, что на еду не было денег, вообще такой сложный период. И меня очень сильно волновал вопрос, что у меня уже полгода нет маникюра. И, к сожалению, я вас понимаю. денег нет. И вот уже больше, чем полгода не было маникюра. И я так вдохновилась почему-то вот этой темой, что родилась песня такая забавная на эту тему. И забавный, я надеюсь, не менее получится клип. Я думаю, вы заинтриговали телезрителей. Что же это такая песня без маникюра? То есть вы сейчас ее исполните нам в эфире же, да? Мне бы хотелось, чтобы люди ее услышали вот вместе с клипом, уже буквально недели через 2-3. Да. Я думаю, я сама в голове с нашими телезрительницами, телезрителями жду с нетерпением этого вашего клипа и песни «Без маникюра». А также, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях, напомню, вновь в музыкальном эфире очаровательная, талантливая, необычная певица Ася. Целый час в прямом эфире рассказывает нам о своем творчестве, а также непосредственно играет на музыкальном инструменте и поет живьем. Думаю, это очень интересно послушать и вам. Также можете позвонить на наш номер 592001, задать вопросы Асе, что касается ее творчества. Обязательно на все интересующие вас вопросы в течение эфира мы ответим. Ну а сейчас у нас есть наша традиционная рубрика «Кейтуб». Давайте прямо сейчас вместе посмотрим. Все, дорогие телезрители, наша традиционная рубрика «Кейтуб» к вашему вниманию. Позже мы вновь в прямом эфире. Сидят на маникюре в салонах дня прекрас, делают там френчи, рисунки на ногтях, на ногти стразы лепят, если они хотят. А я полгода без маникюра. Это не мода, это не часть субкультуры. Просто денег нет у меня, вот такая фигня. Вот вам пример женщины в безысходном положении. Ее позвали на свидание, но не хватает сбережений на маникюр. На людях показаться, придется вовсе отказаться от концертов и свиданий, от походов в рестораны. Вот женщины поймут меня и скажут, это же вообще трагедия. О том, что я полгода без маникюра. Это не мода, это не часть субкультуры. Полгода без маникюра. Это не мода, это не часть субкультуры. Просто денег нет у меня, вот такая фигня. Тут можно все вместе.
Вот такая фигня. Вот такая фигня. Вот такая фигня. Это Дорогие телезрители, музыкальный кефир вновь с вами в прямом эфире. Номер студии 59-20-01. В гостях сегодня у нас начинающая исполнительница Ася, а также гитарист Леонид. Сегодня группа в целый час в эфире в нашем. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы. Ну а мы продолжаем, Ась. Я уже с нетерпением хочу услышать, как вы, исполняя на синтезаторе, будете петь. Я думаю, предоставите такую возможность и нам послушать ваш очаровательный, красивый голос, и также нашим телезрителям. Ася, я предоставляю слово вам. Спасибо. Так, давайте тогда вот так сделаем. И можно. Эта песня, вы знаете, тоже посвящена моему молодому человеку. Какая сильная любовь, то есть каждая песня посвящается молодому человеку. Ну, вы знаете, до молодого человека тоже были такие песни, но вот это новые. Все, вот эта песня тоже нигде еще не звучала. Единственное, что он ее уже слышал. Вот только небольшая разница. Не сюрприз, но все же тоже новинка, можно сказать. Я тоже очень волнуюсь. Называется она «Птицы». Птица, ага. Самые лучшие сны. Даже если мы в ссоре, даже если мы сегодня не мы, я без своей опоры, как ветреный день без волны. Море, нас бесконечно двое, и мы больше не будем одни. Нас двое. Летящие над бездной.
И снова браво, Ась. Я с таким восхищением, с наслаждением слушала вас, задумалась. Ась, хотелось бы спросить, вот вы достаточно человек глубокий, раз пишете такие текста, и это все лично ваши слова, исходящие из вашего сердца. Вот слушателям вашим, да, у вас уже есть определенное количество слушателей, я уже в их кругу. Я не сомневаюсь, что вы добьетесь успехов, Ась. Вот что вы хотите донести до сердец своих слушателей? Вы знаете, вот все, что в моих песнях, там обычно нет никакой философии, каких-то очень таких метафор непонятных. Обычно все прозрачно. То есть все жизненно, настоящее. Вот, да, все как есть, вот, все у меня выливается обычно в слова и в музыку. И, ну, вы знаете, кому-то нравится. Кому-то не очень нравится. Есть люди, которым, допустим, не очень близко вот эта вся моя лирика или мой голос, допустим. А есть какая-то, наоборот, аудитория, которая, вот даже если их несколько человек, но они частенько пишут, спрашивают, когда выступление, когда что-нибудь будет, когда новая запись. При том, что это люди, с которыми я даже не знакома. Ну, то есть потихоньку уже, хоть и немножечко маленькая, но армия поклонников создается, и интерес к вашему творчеству возрастает и возрастает, да? Да, вы знаете, нет никакой такой цели, что вот нравится большинству, например, сделать какой-то такой поп-проект, чтобы прям все меня любили, не знаю, боготворили. Такого нет. Хочется просто вот писать свое от души, доносить, и вот кому это понравится, это и будет мой зритель, слушатель, и этого достаточно будет. Вот мы за кадром с вами немножечко разговорились о том, что вы в скором будущем уже у вас есть билеты, улетаете в Москву и поступать на магистратуру, и именно Валерий Сюткин, да, является вашим любимым исполнителем. С чем это связано? Он То есть его творчество как-то по духу ближе к вашему? Да, вы знаете, когда я была маленькая, у меня родители, они не слушали всякие хиты 80-х, они обычно вот слушали больше какой-то рок, рок-н-ролл, как Бориса Гребенщикова, вот Валерия Сюткина, группу «Браво», да, «Несчастный случай», группа тоже мои с детства любимые исполнители. И вот эти песни, они с детства как-то вот во мне уже... То есть выросли на этих песнях, пускай. Да, можно сказать, с рождения, потому что мама мне пела под гитару очень много, когда я даже не помню этот период, но он был, она мне очень много пела, и потом лет с 2 я уже сама подпевала эти все песни, все время были кассеты, слушали группу «Браво» и «Несчастный случай». В основном это, по крайней мере, те 2 группы, которые я помню очень хорошо, и до сих пор их слушаю. И, да, это Сюткин один из таких людей, который вдохновляет. Вашему, да? Ну, у вас, получается, семья сама музыкальная. Я думала, вы одна из тех немногих детей, которые просто рождаются с талантом, но оказывается, у вас это есть и в семье. Больше, скорее, знаете, актерская. У меня папа актер, и сестра у меня актриса старшая. То есть творческая семья. А мама у меня пишет песни периодически. Иногда их записывает, ну так, знаете, для себя. Ну это, получается, вам некуда было деться, раз семья творческая, конечно. Вам пришлось, или же это уже выбор именно вашего сердца? Так как-то само с детства сложилось, особо выбора никакого не было, я не задумывалась даже над этим, оно как-то шло всегда, я всегда думала, что я буду петь. Как-то так вышло, что никакой, знаете, вот такой профессиональной дилеммы не было, чем же заниматься в жизни. Не стоял вопрос вообще. Но сейчас у вас твердая позиция поехать в Москву и покорять Москву. Хотелось бы спросить, какие у вас перед поездкой ощущения? Думаю, самое главное, это вы волнуетесь. Неизвестность, она всех страшно. Вот расскажите нам немножечко. Ну, конечно, волнение есть. Но вы знаете, мы так подумали. Особой разницы нет, здесь снимать квартиру или там. Там, конечно, подороже, но, с другой стороны, и доход больше, если, конечно, ты там работаешь. Мы планируем работать, плюс на магистратуре, я надеюсь, получится учиться. Если все удастся, если не в этом году, то, может быть, в следующем тогда получится поступить. Тут все упирается, как всегда, в бюджет. Финансовый. Да. Вот хотелось бы также подчеркнуть, что очень много, не вы одна, тех, кто хочет поехать, покорять Москву, быть звездой российского телевидения, шоу-бизнеса. Их очень много, я думаю, не сразу все двери для вас откроются, но хотелось бы спросить вас о внутреннем стержень. Он вам о чем говорит? То, что будут стучаться в каждую, пока одна из них не откроется? Да, конечно. Везде будем пробоваться,
отправляться, прослушиваться и так далее. К тому же столько было знаков, я вообще не очень суеверный человек, но вот столько было знаков к тому, чтобы все-таки уехать, потому что когда я только подумывала, что, может быть, надо потихоньку мою студию прикрывать, переводить вот в онлайн-режим, и, может быть, все-таки уехать, какие-то только мысли пошли, и бац, у нас в студии пожар. И тут я думаю, ну все, это знак свыше, что надо уезжать. Такой большой и восклицательный. А какие еще были знаки? Ну, надеюсь, при пожаре никто не пострадал. Леонид, все нормально было? Вообще, я спал. Это было ночью, никого не было. Вы в студии спали? Нет, дома все были дома, слава богу, но помещение пострадало. И мы теперь в другом месте временно работаем. Ну и подумали, что это самый, наверное, такой мощный знак. Были другие, ну, такие по мелочам. Я уже даже сейчас, возможно, не вспомню. Ну, какие-то тоже мелочи, знаете, что-нибудь типа письмо придет там, или еще что-то. Или про ту же магистратуру я написала. У меня бакалавриат, он не музыкальное образование. И есть еще музыкальное, среднее, специальное, плюс опыт, то, что я преподаю вокал и так далее. Я им вот это все написала и говорю, можно ли попробовать на магистратуру поступить. Я, если честно, думала, они скажут, нет, поступайте к нам на бакалавра. А я не очень хочу еще раз на бакалавра 4-5 лет учиться. Хочется дальше уже движения какого-то. И они мне отвечают, да, можно, давайте, да, пробуйте. Я думаю, ну ничего себе. Раз такие знаки свыше и ваше предчувствие, уверенность, я думаю, все у вас получится, Ася. Только вперед, мы держим за вас кулачки. Думаю, в скором будущем услышим, что исполнительница Ася вновь из нашего Кыргызстана. Замечательно. Дорогие телезрители, напоминаю вам, сегодня у нас в музыкальном эфире талантливая исполнительница Ася, а также со своей командой гитарист Леонид. Сегодня у нас в прямом эфире. Мы вновь в прямом эфире, дорогие телезрители, музыкальный эфир. В гостях сегодня у нас, вновь напомню тему нашим телезрителям, которые, быть может, только включили наш телеканал. В гостях сегодня у нас талантливая исполнительница Ася. Звоните к нам, задавайте вопросы Асе, спрашивайте о ее творчестве. Именно сегодня у вас есть такая великолепная возможность. Талантливая Ася сегодня нам поет и играет на синтезаторе. Очень интересная целый творческий путь проделала Ася, так что включайте наш телеканал, звоните к нам, будем ждать, а мы продолжаем. Ась, у вас есть дочка, я знаю, уже большая, 7 лет, вы молодая мама, и вы писали ли песни о дочери, так как материнство, я считаю, это одно из самых волшебных моментов для женщины именно, да, то есть в такой период, я думаю, обязательно какое-либо вдохновение или какая-либо муза вас посещала. Да, вы знаете, муза посещала, вот когда она была маленькая, очень часто, но песни все были такие не детские все равно, и наверное, это потому, что я как-то так отношусь, вот когда люди пишут песни, да, вот что-то такое, я мама, там, про детей, меня почему-то раздражает. То есть это банальность, да? Ну, не то, что банальность, но не мое, да, и мне хотелось бы написать ей какую-нибудь песню веселую, да, именно не о ней и о материнстве, а вот что-то веселое, детское, да, такое балдежное, но это, на мой взгляд, гораздо сложнее делать. Как сказала Земфира, легче написать лирическую песню душевную, чем какую-то веселую, прикольную. Вот для меня тоже, да, вот, допустим, поэтому, наверное, я снимаю именно клип на песню «Без маникюра», потому что меня очень радует, что родилась веселая, балдежная песня. Вот, а детская пока еще не родилась. Это, мне кажется, довольно сложно, и не хочется, чтобы что-то действительно банальное получилось. Что-то необычное хочется, да, да, сделать? Хочется что-нибудь необычное, и у меня потом пришла мысль сделать сборник детских стихов. Начала писать стихи какие-то детские, но тоже пока он не готов. У меня потом пришла в голову еще одна идея, еще опубликовать мои детские стихи, то, что я в детстве писала, нашла недавно тетрадочку, там забавно все. К примеру, один из них можете вспомнить и прочитать? Интересно было бы послушать. Что ж там было? Начало помню, знаете, про котят, называется «Два котенка». Только я могу напутать. Жили-были два котенка, были добрыми они.
стали в прятки мы играть. Мама стала нас искать, а вот окончание я не помню. Но начало уже что-то предвкушает. Лет в 6 я, наверное, то есть в лет 6 уже писать, это уже, мне кажется, о чем-то говорит, что вы обязательно должны были быть именно в творчестве и дальше писать. Ась, ну, тогда вновь я вас попрошу исполнить нам уже буквально недолго осталось до конца нашего эфира. Хотелось бы вновь послушать ваше исполнение. Следующая тогда песня будет, она, я бы хотела несколько слов сказать о ней. Она грустная, и нам очень хотелось именно сегодня ее здесь спеть в вашем эфире, потому что приближается День Победы Великой, 70 лет Победы в этом году. У меня дедушка ветеран, он, к сожалению, от нас ушел вот совсем недавно, в конце декабря. Он очень хотел дожить до вот этого дня, к сожалению, немножко не дотянул, заболел сильно. И ему нравилась эта песня, когда мы ему пели, он плакал, ну, я пела, он играл. И он никогда почти не рассказывал о войне. Все, что он рассказывал, да, это сводилось к тому, как это страшно, и насколько вот он желает, чтобы не было больше никогда такого с нашим поколением и вообще с будущими поколениями. Но вот, как мы видим, к сожалению, частенько все равно происходят гражданские войны какие-то, еще какие-то в мире, да, недопонимание, вот это люди друг друга ненавидят из-за цвета кожи, разреза глаз, это очень странно для меня. Поэтому несколько лет назад родилась такая песня, называется «Война». Она о бессмысленности войны, вот, посвящается моему дедушке и великой победе нашей. Давайте послушаем. Люди, нет, это не люди, а души. Где ваши души? Лица. Нет, это не лица, а тени, лишь пятна на теле. У них есть только одно несложное дело, из-за которого им уже не до сна. Думая, что умирать еще не хотели, спросят, зачем нам нужна война. Трупы, останутся трупы, пожары, разбитые пары, слезы, останутся слезы и память, успевшая ранить. Больше эта война ничего не оставит, просто она никому ничего не должна. Здесь победителя нет, мы все проиграли, не зная, зачем нам нужна война. Прекрасные слова, очень сильные, песня очень заставляет задуматься. Ведь действительно ветераны, наши ветераны, не только нашего Кыргызстана, но и всего мира, действительно война — это вещь, в которой никто не выигрывает, а все проигрывают. Ведь жить в мире — это самое прекрасное. И хотелось бы низкий поклон сказать нашим ветеранам, благодаря которым мы сейчас живем, благодаря которым мы сейчас живем в мирном, сейчас все спокойно, никаких бед, низкий им поклон, мы всегда их помним.
Ася, эта песня действительно заставляет задуматься о смысле, обо всем. Хотелось бы узнать, ваш дедушка, когда слышал эту песню, я думаю, он не рассказывал вам о войне, но когда он слушал, и текли слезы из его глаз, я думаю, это уже было больше, чем сам рассказ. И вот когда вы пишете такие песни, я думаю, на душе, конечно же, грусть, да, вот, и что еще вас сопровождает, когда такие сильные слова у вас в песнях присутствует? Вы знаете, даже не знаю, что меня вдохновило, потому что не сказать, что, знаете, случился какой-то теракт в тот момент или какое-то еще кровопролитие. Вот я просто ехала в поезде, и так вышло, что, может быть, вот эти сами звуки поезда, железной дороги, да, очень шумно. Потому что, к тому же, да, вы знаете, что на войне, особенно когда была Великая Отечественная война, очень много всего связано с поездами, приезжали, отправлялись, и даже мы подумывали сделать концерт к 9 мая у нас на железной дороге, но у нас с аппаратурой проблемы, так что, наверное, не получится. К сожалению, не получилось. Но мы все равно думаем, может быть, где-нибудь сделаем все-таки концерт, посвященный Дню Победы. Вот сейчас стараемся решить этот вопрос с помещением, вот с местом. Если, кстати, кто хочет нам помочь, заходите в Фейсбуке, пишите мне. Да. Там есть страничка Ася, так и называется. Вот можно прям туда написать. Может быть, решим этот вопрос. Как-то хотели бы это попеть прекрасно, песню. что вы являетесь инициатором такого замечательного мероприятия. Я думаю, обязательно найдутся люди, которые вас поддержат в этом. И к 9 мая, к Дню Великой Победы, вы организуете концерт для наших ветеранов. Я тоже на это надеюсь. И хотелось бы еще немножко об этой песне сказать. Да, мне вот понравилось, что она сейчас вот просто под гитару вот так вот боем, да, прозвучала. Это дает возможность людям больше сконцентрироваться на словах. Я когда писала слова и музыку, даже не думала, да, что это будет вот так выглядеть. Вот мы недавно только сделали такую версию. И сейчас пришло на ум, что да, мне очень понравилось, что он так просто звучит, и люди могут просто услышать слова, задуматься. Действительно, это вот очень ритмично, и слышны все слова, аж до сердец эти слова ваши достучались до наших. Ну, а перейдем к позитивному. У нас есть рубрика «Кей-фото», подборка именно ваших фотографий. Давайте прямо сейчас посмотрим. Дорогие телезрители, в гостях сегодня у нас очаровательная, талантливая исполнительница Ася. В нашей традиционной рубрике «Кей-фото» подборка фотографий нашей сегодняшней гости. Давайте посмотрим все вместе. Дорогие телезрители, у нас была только что рубрика «Кей-фото», подборка позитивных фотографий нашей гости. Ася, ну и хотелось бы вновь попросить, уже буквально считанные минуты остались до конца нашего эфира, вновь порадовать нас вашим исполнением. Вы уже сказали, уже такая позитивная песня, которая поднимет настроение всем нам и нашим телезрителям. Да, хотелось бы напоследок исполнить позитивную такую песню о любви. Она, у нее тоже такие довольно-таки простые слова и музыка. И почему-то, вы знаете, многим людям именно вот из моих записей именно эта песня больше всего по душе. Да, у меня даже на Thank You.ru есть мой мини-альбом, и там я могу видеть, сколько раз какую песню прослушали. И эта песня, она, вы знаете, прям
Вот следующая, которая на втором месте после нее, она в 2 раза отстает по количеству То есть прослушиваний бьет от все этой рекорды. песни. Нам тоже интересно, Ась. Тогда слово вам. Песня называется «Не секретно». Не секретно. Мгм. Я мечтаю о тебе беззаветно, это совершенно не секретно, но на это наплевать, если честно. Я люблю тебя, и это чудесно. В моих мыслях ты уже постоянно. Это делает мой разум туманным. Да и на это наплевать, если честно. Я люблю тебя, и это чудесно. Ты открытое мною чудо. Ты открытое мною чудо. Ты открытое мною чудо. Я ни с кем делиться не буду. Здесь имеется проблема в сюжете. Все пропето уже в первом куплете. Мне на это наплевать, если честно. Я люблю тебя, и это чудесно. Я мечтаю о тебе беззаветно. Это совершенно не секретно. Но на это наплевать, если честно. Я люблю тебя, и это чудесно. Ты открытое мною чудо. Ты открытое мною чудо. Ты открытое мною чудо. Я ни с кем делиться не буду. Я ни с кем делиться не буду. Делиться не буду. Ася, эта песня просто завораживает. Я вижу, как не только я, но и наши сотрудники заслушались вас. Настолько завораживающая у вас волшебная песня. У вас много песен о любви. Вот мне хочется узнать, Ася, любовь бывает разная. Любовь к родине, к родным, к любимому человеку. Вот хотелось бы узнать для вас понятие любовь. Что это такое? Какой у вас вопрос философский. Даже надо Раз у вас подумать. такие песни, они достаточно глубокие, со смыслом. Вроде бы песни простые, слова простые, но тем не менее заставляют задуматься. У меня также есть грустные песни о любви. У меня есть даже песня «Разбитое сердце» называется. Тоже, кому я пою ее вживую, обычно очень сильно у них какие-то эмоции просыпаются, проявляются. Хотя она тоже достаточно простая. Поэтому это такое очень разнообразное чувство для меня. Я думаю, вы счастливый человек, потому что вы поете о любви. Петь ее невозможно, я считаю, пока ты ее не испытаешь. Но Да. как мы видим в течение всего эфира, для вас знакомо это чувство, любовь. Да, я этому рада. Даже Ага. если иногда бывают какие-то разбитые сердца, да, несчастные какие-то моменты. Ну, во-первых, это как минимум опыт и вдохновение, да, на какие-то песни новые, или стихи, или музыку. Вот. Ну, а во-вторых, в целом и в общем, это вообще очень позитивное чувство. Всем И летаешь, советую да, как у вас любить. в песне. Всем вообще, да, советую, потому что без любви нет смысла жить, я считаю. Это действительно так, согласна с вашими словами. Наша программа уже подошла к концу. Я хочу вам дать свободный микрофон, пару слов для наших дорогих телезрителей.
Дорогие телезрители, любите друг друга, не воюйте, занимайтесь вокалом, много пойте, танцуйте, любите детей, живите в свое удовольствие, и тогда все у вас будет хорошо. И это действительно так, ведь дети — цветы жизни, и когда есть любовь, ты ни о чем больше не задумываешься, всегда счастливый и радостный. Когда ты счастлив, к тебе притягивается только счастье, верно, Да. Ася? Но мы хотим, чтобы к вам побольше счастья притянулось, Спасибо успехов вам в ваших начинаниях в Москве. Мы будем с нетерпением следить и ждать за вашим творчеством, следить, ждать от вас успехов. Я думаю, мы обязательно услышим ваше имя. Вам спасибо еще раз, что пришли на эфир. Леонид, Ася, очень были рады видеть Вам вас. спасибо. Дорогие телезрители, наша программа уже подходит к концу, подошла уже, вернее, к концу. Сегодня очаровательная, талантливая, харизматичная исполнительница Ася целый час в нашем эфире рассказывала о своем творчестве. Я думаю, вам это тоже стало интересно, и вы знаете, теперь уже знакомы с творчеством Аси, знаете, где ее найти на Фейсбуке, прослушать все ее песни в ее репертуаре. Ну а наша программа уже завершается. Смотрите нас каждый день ровно в 19:30 на телеканале Киимуз. С вами была я, Акунбаева Джинара. Всем до скорых встреч и всем пока!